Адлет Урузбекович, у вас есть вопросы к представителю Генеральной прокуратуры? Да, Ваша честь, у меня один вопрос. Да. Именно в части следствия, вот вопрос об освобождении уголовной ответственности и наказания. Имеется ли у вас статистика и вообще на практике было ли такое, то, что на стадии досудебного производства прекращали уголовное дело с применением акта амнистии? Да, хорошо, я всегда постараюсь ответить на ваш вопрос. Только введения что в мы действие... говорили об этом, и Да. представитель Генеральной прокуратуры сказал, да, что они представляют разные управления Генеральной прокуратуры. Он представляет то управление, которое участвует В суде. в судах. Ну, Если вас вопросы интересуют досудебного производства, здесь и будет и начальник управления соответствующего управления. Хорошо, тогда я снимаю вопрос и задам. По судам есть у вас вопросы? Нет? Присаживайтесь. Слово предоставляется представителю. Уважаемый председательствующий, можно вас Да? попросить, у меня срочные А, дела, хорошо, если вы можете идти, возможно. да. Да. Представитель Генеральной прокуратуры Байдулдаев Кумарбеков Курманбекович. Уважаемый председательствующий, уважаемые судьи, уважаемые участники, уважаемые присутствующие. Позицию Генеральной прокуратуры изложила в письме, позицию мой коллега озвучил. Но учитывая то, что сегодня стороны выступили, я так думаю, нужно прокомментировать и ответить на поставленные вопросы. Относительно первого вопроса, почему такая вот неопределенность. Уголовно-процессуальный кодекс был принят в 2021 году. Почему же в Уголовно-процессуальном кодексе прописано в 8 статье, что следователь вправе отказать в возбуждении уголовного дела, прекратить его на стадии досудебного производства, вследствие акта амнистии в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 27. Верно, законодатель определил, то есть вернул, восстановил право следователя на применение данного института на стадии досудебного производства. Почему не применялся данный институт в 2017 году? Потому что в 2017 году редакция Уголовного кодекса, Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривал институт возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Тогда каждое заявление регистрировалось в единый реестр преступления и началось досудебное производство, которое в последующем либо прекращалось, либо направлялось дело в суд. Соответственно, процессуальный документ следователь и прокурор не выносили. В этой связи, увы, поправки в закон об амнистии 2017 года не были внесены, даже если взять действующую редакцию, посмотреть статью 3 или 4, даже проступки словосочетания осталось, данного кодекса уже в практике не применим, он давно упразднен, утратил силу. Закон об амнистии 2017 года имеет поправки только дважды, это статью 7, это в 2022 году и в 2025 году. Соответственно, именные статьи поправки не были внесены. Если исходить из закона о нормативно-правовых актах, статьи 6, иерархия нормативных правовых актах, закон, конечно, последовательно стоит после кодекса. В статье 93 Уголовного кодекса четко определено, что правоприменитель вправе освободить лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, от ответственности. Суд вправе его освободить от наказания. Проблема в чем сейчас со стороны, обратившейся стороны, возникает в том, что суды на сегодняшний день применяют акт амнистии в виде вынесения обвинительного приговора без назначения наказания, освободив обвиняемого от наказания. То есть даже в данном судебном акте, который был приложен к жалобе, к заявлению, то судья Токмакского городского суда назначил наказание, признал виновным, определил вид наказания, определил срок, но ввиду того, что закон об амнистии редакции 24 года позволяет освободить от наказания, суд его освободил от уголовного наказания. Обратившись, она правильно подмечает, что по какой причине на сегодняшний день правоприменитель не применяет данную норму. Увы, я хочу ответить на ваш вопрос, заданный моему коллеге. С 2021 года, с 1 декабря, как вступил закон в силу Уголовно-процессуального кодекса, следственными органами не было ни одного случая применения нормы пункта 11 части 1 статьи 27 в виде отказа в возбуждении уголовного дела, либо в виде постановления о прекращении уголовного дела. Все уголовные дела, подпадающие под критерию амнистии,
направляется в суд, и судом применяется данный институт. Если прийти к тому вопросу, что почему судьи имеют двоякий подход, почему выносят постановление, почему выносят приговор. Судьи ссылаются на тот фактор, что некоторые деяния, совершенные до, допустим, 2017 года, 2005-2010 года, они применимы, если, допустим, лицо предано суду в 2025-2026 году, в 2024 году, то суд, ссылаясь на норму процессуального права, применяет тот судебный акт в виде постановления и освобождает от уголовной ответственности, так как на момент совершения преступления действовал Уголовно-процессуальный кодекс редакции 1999 года. А так как, если, допустим, преступления были совершены после 2021 года, после 2017 года, то судьи выносят приговор. Вот в этой связи у адвоката, наверное, возникает такой вопрос, почему судьи, представителю Джоркенша вопрос задали, представителю Верховного суда задали вопрос, почему судьи выносят в определенных случаях приговора, в определенных случаях постановления. Судьи трактуют так, судьи применяют так. Возможно, их действия правы, но я не имею права комментировать. Судебный акт имеет юридическую силу, если он вступил в законную силу. По тем моментам, если исходить, по какой причине следователь еще дополнительно сегодня не применяет эту норму, закон об амнистии, ее порядке ее применения в редакции 2017 года, в статье 10, 9 четко определено, что субъектом выступает только суд. В Уголовно-процессуальном кодексе полномочия следователя, статья 36, полномочия прокурора, увы, законодатель не дал такого права. В этой связи в норме есть в Уголовном кодексе 93 статье, в Уголовно-процессуальном кодексе 27 статье, однако в полномочиях не прописано, в этой связи следователь, прокурор не применяет эту норму, применяется эта норма судами, так как в основном профильном законе четко определено законодателем, что суд обязан применить амнистию на стадии судебного рассмотрения и освободить осужденное обвиняемое лицо от уголовного наказания. Относительно 6-месячного срока, 6-месячный срок он определен для правоприменителя. Правоприменитель обязан в 6-месячный срок применить, подготовить процедуру применения. В случае неприменения этой нормы правоприменитель несет ответственность, соответственно, законодательством. Конечно, почему применяется в последующем, по истечению 6 месяцев, есть латентные преступления, есть преступления, которые выявляются по истечению 10 лет, 15 лет, 20 лет. Если закон об амнистии не был применен в тот срок, то законодатель определил, что закон об амнистии суд вправе применить на любой стадии в отношении этого лица, как придерживаясь принципа гуманизма. И не только этот закон, например, 24 года, но он, если преступление было совершено 15-летней, 17-летней или 20-летней давности, зависит от периода, который были применены ряд амнистий, то суд вправе применить все амнистии. Тем самым при каждом случае сократить срок наказания для этого лица. Если, конечно, категория преступлений позволяет применить норму амнистии. Если еще есть дополнительные вопросы, я готов. У вас все, да?